Привет! Это спецэфир 7 на 7 «Наблюдай или проиграешь». Меня зовут Максим Поляков, я журналист интернет-журнала 7 на 7. Я очень рад, что рядом со мной находится Светлана Прокопьева, журналист «Север Реалии». И я вынужден сказать по требованию властей, что «Север Реалии» признан иностранным агентом. Фу. Увы, так и есть, да. Привет, Максим, привет, зрители. Мы находимся в Пскове, мы находимся в креативном пространстве «Шаг». Это такой штаб, я не случайно чуть не оговорилась, это штаб движения «Голос». Кроме того, что это креативное пространство, здесь еще и учатся наблюдать за выборами. И мы сегодня будем общаться... С экспертами. Ты должен сказать свою Да, я должен сказать волшебную фразу, что «Голос» тоже признан иностранным агентом. Не удивляйтесь, сегодня эта фраза будет звучать очень часто, но, к сожалению, реалии таковы. Да, но мы сегодня будем общаться с экспертами движения «Голос». К нам сегодня придет замечательный телеведущий, общественный деятель Татьяна Лазарева. И на сладкой у нас будет политолог Екатерина Шульман. Так что... Да, но Екатерина будет где-то во второй половине. Мы специально поставили ее попозже, чтобы вы не отключались. А вот Татьяна у нас как бы задаст, наверное, тон всему эфиру. Прямо сейчас, пока мы будем перебегать в студию, откуда будут вестись эфиры, я предлагаю посмотреть небольшой ролик. Вчера мы разговаривали с 3 девушками из 3 разных городов. Они наблюдали на предыдущих выборах и рассказали нам, что это такое, с чем это едят и почему для них это важная история. Давайте посмотрим. Привет, меня зовут Алена, я из Сыктывкара. Я Мария Захарова, я из города Рязани. Меня зовут Полина, и я из Петрозаводска. Быть наблюдателем – это возможность для меня, например, своими глазами посмотреть на то, каким образом мое же государство меня обманывает. Ты потратишь день, а в этот раз уже 3 дня своей жизни на то, чтобы сидеть на выборах, считать людей. Звучит не очень весело, но ты чувствуешь, что это очень важная штука, которой ты занимаешься. Когда-нибудь мои дети спросят, а что вот ты сделала для того, чтобы изменить ситуацию в нашей стране и чтобы было лучше, я им обязательно расскажу, что я наблюдала за выборами и как это все происходило. Мне важно видеть, что правда все там происходит честно или нечестно, и проконтролировать, что на моем конкретном участке ничего, никаких вбросов не было, и если они были, то они зафиксированы, и все об этом знают. Иногда бывает забавно следить за тем, как тебя воспринимают члены комиссии на определенных участках. То есть они сидят там, что-то тихо между собой перешушукиваются и что-то говорят, и ты такой... Ну я же просто здесь сижу, просто смотрю, я вам не враг, я такой же человек, как и вы, почему вы меня так воспринимаете? Дорогие наблюдатели, сил вам и терпения все это пережить. Поменьше фальсификации, чтобы не было, и поменьше дичи всякой. Я хочу всем пожелать какого-то такого, набраться терпения. Желаю вам хороших выборов, и чтобы не было никаких вбросов, никаких ужасных штук, хорошего наблюдения. Удачи! Мы возвращаемся в прямой эфир, спецэфир 7 на 7 «Наблюдай или проиграешь». Нас можно смотреть во всех социальных сетях нашего интернет-журнала, ВКонтакте, на Ютубе и Фейсбуке. Пожалуйста, пишите свои вопросы, если они у вас появятся. Как мы уже говорили, сегодня к беседе будут подключаться эксперты движения «Голос». И первым из них у нас на связи сопредседатель Григорий Мельконянц. Григорий, добрый вечер. Так, сейчас я плохо вас слышу. Григорий, если... На связи ли вы? Так. Сейчас. Так, пока мы подключаем Григория, мы можем, да, Свет? Да, давай обсудим нашу историю, наверное. Ну, давай обсудим нашу историю. Слушай, ты сама наблюдала когда-нибудь на выборах? Вот ты знаешь, нет. Мой самый тесный опыт общения с наблюдением был, наверное, посещение семинаров по наблюдению во время избирательной кампании Навального, признанного иностранным агентом или что, или нет. Вот. И тогда штабы очень серьезно, насколько ты помнишь, подошли к этому вопросу. Они готовили наблюдателей по всей стране. И в том числе в Пскове тоже готовили наблюдателей. Я так немножко со стороны за этим наблюдала.
Это тоже было наблюдение в некотором роде. И это было... В тот момент я поняла, что это на самом деле очень серьезная, очень сложная деятельность. И прям-таки реально очень ответственная. И прям-таки реально не пошла. Не пошла, но я сидела в штабе, я принимала жалобы от наблюдателей. То есть я все равно в этом участвовала, но не непосредственно на участке. А вот то, чтобы посидеть прямо на участке, у меня такого не было. И, честно говоря, я не уверена, что я бы это выдержала. Свою историю тогда я расскажу попозже, потому что Григорий к нам присоединяется. Григорий, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Добрый вечер, да, слышу. Слава богу, спасибо огромное, что присоединились к нашей беседе. Слушайте, я думаю, что нам нужно в самом начале своего рода задать рамку нашего эфира, рамку нашей беседы. Скажите, пожалуйста, вот сейчас 21 год на дворе, это явно этот год отличается от того, что было 5 или 10-15 лет назад с точки зрения наблюдения. Что такое быть наблюдателем сегодня в России? Ну, знаете, за все эти годы достаточно серьезно выросло наблюдательское движение и в технологическом плане, и в количественном плане. И, наверное, мы сегодня можем говорить о том, что в России одно из самых мощных и больших наблюдательских сообществ в мире. Вот. И это, наверное, не от хорошей жизни, потому что общество вынуждено реагировать на те вызовы, которые на выборах происходят. Прежде всего, это связано с нарушениями, с фальсификациями. И реакция общества такая, что люди идут от наблюдателей. И все эти годы были и подъемы в количестве наблюдателей, и спады. Например, самый большой подъем был в 2011-2012 году, когда после митингов, связанных как раз с фальсификациями на выборах, главным лозунгом было «За честные выборы», люди пошли в массового наблюдателя. Лично проводил тренинги, и разные там бизнесмены крутые, которые раньше не интересовались выборами, приходили, приводили свои семьи, детей, жен, только чтобы посмотреть, как реально проходят выборы. И потом были спады, когда вроде бы казалось, что все бессмысленно, наблюдая, не наблюдая, все равно есть регионы, где фальсификации происходят из-за того, что там просто физически опасно наблюдать. Это там республики Северного Кавказа, например, как, там, не знаю, там Кузбасс. И вот в таком как бы режиме движение наблюдателей все это время становилось. И, на мой взгляд, сейчас мы находимся на подъеме, несмотря на то, что наша страна самая большая страна по территории в мире, у нас 97 тысяч избирательных участков в стране, там 17 миллионов квадратных километров площади. Ну, то есть, представляете, какие масштабы страны и какое количество необходимо наблюдателей в разных уголках нашей необъятной родины, чтобы проконтролировать выборы вот там везде. И это дело каждого, и мы в этот раз пытаемся убедить людей, что нужно идти в наблюдатели, и не просто в наблюдатели, а идти там наблюдать, где ты голосуешь. Что Григорий, это именно твой личный... Да, это же проект УИК наш отсылает к этому. Да? Можете подробнее чуть рассказать, что это за штука новая, которую вы придумали? Да, абсолютно верно. Идея родилась, буквально, что называется, из воздуха, потому что это витало в воздухе. Мы, как обычно, партии делают, там, наблюдательские движения, записываются наблюдатели и расставляют их по участкам, как считают, где больше риска всяких нарушений, фальсификаций или по каким-то другим причинам выборки устраивают. Мне кажется, что это все, конечно, возможно, но самый простой путь – это чтобы каждый озаботился участком под своими окнами. Вот школа, детский сад, какое-то другое учреждение, где расположены помещения для голосования. И это плюс еще в том, что ты являешься не только наблюдателем на этом участке, но и избирателем. Это повышает твои гарантии в плане оспаривания нарушений, каких-то там фальсификаций. Потому что, когда ты находишься на участке в роли наблюдателя, ты фактически представляешь того, кто тебя направил. Кандидат, партия или общественной палаты. А если ты там находишься еще и как избиратель, то есть там ты голосуешь, то ты уполномоченный такой участник процесса. То есть если там что-то происходит, то нарушаются не только права кандидата или партии, но еще и нарушаются твои права как избирателя. Ты становишься стороной вот в этом деле, в этом споре. Поэтому да, в проекте uiknash.org можно зайти, набрать адрес, город, улица, дом и посмотреть, какой участок относится вот к этому адресу. И через Telegram-бот записаться
ссылаться именно на этот участок. Кстати, да, все ссылки и на «Голос», и на Telegram-бот вы сможете найти на YouTube под трансляцией, в описании. Один клик, и вы сразу попадаете в нужное, в искомое вам место. Да, спасибо за такую помощь. И это еще удобно из-за того, что ты находишься рядом с домом. Тебе утром не нужно ехать куда-то на другой конец области. Тебе вечером не нужно с этого другого конца области возвращаться домой, когда не ходит транспорт. Ну, это все очень логистически сложно. Но когда ты наблюдаешь рядом со своим домом, тебе могут, там, не знаю, твоя семья, близкие, друзья принести обед на участок. Или если они тоже являются наблюдателями, то подменить тебя в конце концов. Ну вот, в общем, это очень комфортно и удобно вот логистически. Ну, вот, к слову об удобстве, расскажите, пожалуйста, ведь нам власть сделала такой сюрприз, как 3-дневное прям-таки вот голосование. То есть, по сути, наблюдать нужно в 3 раза больше, чем в обычном режиме. Вот эту задачу вообще реализовать реально? То есть, хватало ли вообще обычно наблюдателей, чтобы закрыть все участки хотя бы в 1 день, и реально ли закрыть их же в 3 дня? Ну, во-первых, кто говорит о том, что там, какая-нибудь, например, политическая партия, что они там полностью закрыли все избирательные участки, лучше этому не верить. Потому что полного покрытия, боюсь, что нет ни у кого. Участки очень серьезно разбросаны по стране, и даже у той же «Единой России» нет возможности все полностью участки закрыть наблюдением. При этом количество наблюдателей зависит от самих граждан. Ну вот сейчас есть подъем, есть хотя бы какие-то оптимистические прогнозы, что, например, там, покрыть наблюдением хотя бы таким достаточно плотным половину страны. И этого будет достаточно для того, чтобы хотя бы там, удостовериться, что именно на этих участках более-менее считали честно. Но 3 дня голосования не добавляет трудностей, потому что одно дело, когда тебе нужно мобилизовать активистов, людей на 1 день голосования, фактически на сутки, при том, что понедельник часто для многих тоже такой вот очень трудный для работы день, потому что если допоздна считают голоса, то рано утром сложно проснуться, а если еще до утра это происходит. И если есть возможность, лучше отпроситься в понедельник с работы на всякий случай, чтобы не рисковать. Но если у нас добавляется еще пятница и суббота, тут возникает проблема рабочего дня, потому что граждане могут работать еще где-то, кроме наблюдения, и для членов комиссий тоже это проблема. И немногие могут прийти в пятницу на участок в рабочий день, и также некоторые в субботу. Поэтому количество наблюдателей, основная концентрация будет в воскресенье. Но при этом ключевыми днями являются, конечно, пятница и суббота. 2 дня ночного хранения бюллетеней, отсутствие открытых видеотрансляций, то есть когда можно записать, например, ночные бдения на этом участке и потом на скорости перемотать и посмотреть, что там происходило с бюллетенями, с сейфами. Но вот теперь нельзя рядовому гражданину это все наблюдать дистанционно, хотя это очень странно, в пандемию наоборот, эти технологии должны развиваться и внедряться. Да, Григорий, у нас буквально остается минута, мы немножко выбиваемся из графика, к нам посыпались вопросы от наших зрителей, один из них был как раз связан с 3-дневным голосованием, то, что спросила Светлана. Я еще один вопрос от наших зрителей спрошу, попрошу вас коротко на него ответить. Спросил Майк З. Почему никто не несет ответственности за вбросы и прочие нарушения? Нарушения ведь есть, человек есть, наказания нет. Как так? Если коротко. Если коротко, то несут ответственность. Есть примеры и благодаря «Голосу» тоже, и благодаря разным другим организациям. Но, к сожалению, несут ответственность такую, чисто условную, потому что отделываются штрафами в основном. Часть дел не заводится, но это от нашей активности зависит. Это очень большая кропотливая юридическая работа. Про 3-дневку скажу, что наблюдать можно. У нас есть методические материалы, там, обучающие ролики, где рассказано, как наблюдать. Есть сейф-пакеты, которые просто нужно контролировать, чтобы правильно упаковывались и не подменялись. То есть это все есть. Были бы люди, которые бы за этим всем наблюдали. Так что все в наших руках. Спасибо огромное, мы благодарим вас. У нас сегодня будут еще эксперты движения «Голос», у них спросим и другие вопросы. Прощаемся с вами, Григорий. До встречи, надеюсь. До свидания, успехов вам. Ну а мы, поскольку мы находимся в Пскове, я хочу предложить посмотреть короткий ролик, что ждут жители Пскова от грядущих выборов. Мы неделю назад ходили по улицам, мы задавали этот вопрос, и ответы, ну, такие, с одной стороны, очевидные, с другой стороны, не очень очевидные. Предлагаю нашим зрителям подключиться к просмотру этого ролика.
Скажите, а вот что, в принципе, вы ждете от выборов? Как ваша жизнь изменится? Как вы думаете? Вроде бы нет предпосылок к переменам. Честно, ничего. Ну, не знаю, всегда надеешься на лучшее, всегда надеешься, что-то поменяется, но пока не особо. А меня все устраивает. Устраивает. Я пенсионер, получаю пенсию. Мало что поменяется, будет так же. Нечего ожидать, так что это глупый вопрос. Пойдем голосовать, и там видно будет. Ну, надеемся, что может что-то изменится в конце концов. Исходя из предыдущего опыта, исходя из того, что происходило ранее, ничего не меняется, не становится что-то как-то по-другому. Что-нибудь будет, какое-нибудь изменение в лучшую сторону. Я в политику не лезу. Для меня это странно и сложно. Все за нас решено уже, нет? Мне кажется, если честно, ничего не поменяется. Но все равно важно как-то сделать свой вклад. Да потому что ничего никогда не сможет поменяться, потому что я уже не первый раз голосую, и все равно пойду. Потому что хочу, чтобы что-то поменялось. Мы возвращаемся в эфир «Наблюдай или проиграешь». Как вы видели, жители Пскова очень эмоционально говорили о грядущих выборах 19 сентября. Мы очень много будем сегодня говорить про наблюдателей, про работников, тех, кто будет сегодня и завтра, и послезавтра готовиться к этим 3 сложным дням. Вот сейчас к нам в гости пришел руководитель Псковского отделения движения «Голос» Владимир Жилинский. Володя, привет. Здравствуйте. Слушай, первый вопрос такой. Скажи, вот на движение наградили, в кавычках, статусом иностранного агента. Как это отразилось? То есть люди стали больше бояться или, не знаю, уважение больше появилось? Слушай, ну, во-первых, хочу сказать, что по факту наградили его таким званием уже 4-й раз за последние 20 лет. То есть это началось... Даже не дважды? Даже не дважды, а 4-жды, потому что под раздачу попала не только ассоциация «Голос» в 2013 году, но еще и «Голос Урал», общественная организация «Голос» и вот теперь общественное движение всероссийское в защиту прав избирателей «Голос». То есть это уже 4-е иноагентство на нашей памяти. А что изменилось? С одной стороны, да, люди боятся занимать какие-то должности, собственно, в «Голосе». То есть ты говоришь человеку: давай с нами работать. Он говорит: ну я бы да, и работать буду, но боюсь присесть. Вот. А с другой стороны, количество наблюдателей у нас заметно увеличилось. Вот Григорий правильно сказал, что бывают спады, бывают подъемы. Если на так называемом общероссийском голосовании о поправках в Конституцию у нас был максимальный спад на моей памяти, то есть там наблюдал чуть ли не я один, то сейчас как бы люди регистрируются десятками, сотнями. А почему? Почему это происходит? Назло. Назло? То есть, блин, иностранные агенты, хорошие сапоги надо брать. У нас все иностранное, оно лучше. То есть мы слушаем иностранную музыку, мы одеваем, носим иностранные джинсы, в конце концов. Нас признали иностранным агентом 001. Я вот буквально через, там, не знаю, 3-4 минуты с нами на связь выйдет телеведущая, общественный деятель Татьяна Лазарева. У нее сегодня уже был эфир, посвященный грядущим выборам и наблюдению. И, кстати, вы можете посмотреть этот эфир и ссылку найти, но чуть попозже. Я читал комментарии, там был вопрос, там был комментарий: 15 лет не ходила на выборы, но сейчас назло специально устала, пойду. Ну вот, как бы, как ответ на это. Да, возможная мотивация. Меня что удивляет, люди же понимают, что это выборы, но не совсем выборы, да? Что не очень много изменится, скорее всего, в результате этих выборов, зная, какой список кандидатов на эти выборы выходит. Люди отдают себе в этом отчет? Или есть какие-то ожидания? Слушай, ну люди сами разберутся, и люди покажут свою волю 19 числа, да? Тут какая история? Мы занимаемся не только краткосрочным наблюдением, но и долгосрочным наблюдением на выборах. И в наши отчеты по долгосрочному наблюдению в том числе войдет и явно незаконное снятие кандидатов, и все другие вещи, которые делают выборы заранее незаконными и не совсем легитимными. То есть как у нас с выборами давно все не в порядке, да? Вот. А наблюдать мы пойдем, как бы, какие бы выборы ни были, какие бы кандидаты не были выставлены, мы пойдем наблюдать, потому что мы наблюдательская организация. Мы идем и наблюдаем. То есть, если даже мы ничего не можем изменить, мы что делаем? Мы едим и качаемся. Мы учимся наблюдать дальше. Володя, я предлагаю, у нас не было это в программе, но я предлагаю нам троим пообщаться с Татьяной Лазаревой. Она уже на связи. Татьяна, добрый вечер, вы слышите ли нас? Здрасте. Слушайте, очень приятно, очень приятно вас видеть у нас в эфире, и удивительно, слава богу, что вы нашли время и возможность к нам присоединиться, и более того, вы сами много делаете для того, чтобы сам процесс выборов, да, и наблюдения, он был более
прозрачный, да, более контролировался своими усилиями, своими силами. Света, у тебя был хороший вопрос, у тебя были к Светлане. У меня есть главный вопрос. Татьяна, я хочу спросить вас о главном. Почему вы этим занимаетесь, зная, какие выборы в нашей стране проходят? Светлана, здрасте, во-первых, очень приятно вас всех там видеть. Слушайте, ну вообще ужасно звучит вопрос, да, типа, почему вы этим занимаетесь? То есть прям как будто это что-то такое запрещенное, знаете, как пальцем в носу. Я могу пояснить, почему этот вопрос возникает, потому что кажется, что настолько бессмысленная сама процедура этих выборов, то есть настолько по-дурацки все организовано, устроено, и настолько малый результат мы ожидаем, что, честно говоря, кажется невероятным, что люди тратят на это время, тратят на это свое личное время, за которое они ничего не получают, на то, чтобы вот вникнуть в эту процедуру. Вот что вас мотивирует? Ну, тут, видите, каждый же, действительно, вы правы, то, о чем вы говорили перед этим, каждый отвечает сам за себя. И каждый выбирает и делает свой собственный выбор. Если человек идет на это и зачем-то это делает, значит, что, ну, мы же взрослые все люди, зачем-то это нам нужно. Знаете, почему-то мы не можем этого не делать. А что касается наблюдения, то мне кажется, это даже сейчас может быть важнее, не побоюсь этого слова, чем, собственно, сами выборы. Потому что сейчас мы все, во-первых, мы все что мы делаем в последнее время в нашей стране, да, это активные люди, которые видят кучу несправедливостей и каких-то ужасностей, они просто ничего уже не могут делать, мы уже все, что могли, делали, нам все запрещено, мы можем только наблюдать. Наблюдать, смотреть на то, что происходит вокруг нас, там, с ужасом, с тревогой, не знаю, с юмором и так далее. Но это вот все, что мы можем делать. Поэтому, мне кажется, это такая очень красивый образ по поводу того, что если мы ничего не можем делать уже, кроме как наблюдать за всем этим безобразием, то давайте делать это официально. И потом Гриша очень правильно, мельконечно, когда с ним говорили, вот у меня на YouTube выпуск вышел, он просто сегодня выпуск вышел, мы записывали его давно. Он сказал очень интересную вещь. Мне, как человеку из Новосибирского академгородка, она показалась забавной. Про то, что любой эксперимент идет по-другому, если присутствует некий наблюдатель. Вот мне это так кажется красивой тоже очень метафорой. И в любом случае, конечно же, в данном случае наблюдатели — это тоже какие-то такие живые люди, которые заинтересованы в том, чтобы просто все зафиксировать, как оно есть. Не более того, мы уже не лезем ни на какие баррикады, мы никого не хватаем за руки, мы просто говорим: разрешите нам, раз уж вы говорите, что все так прозрачно и честно, можно мы просто тут постоим, понаблюдаем. Татьяна, скажите, а вот вы не первый раз, вот сейчас вы едете в родной город наблюдать, да, Академгородок Бердск, рядом с Новосибирском, а вы же не первый раз наблюдаете. Вот когда вы приходите на участок, вот вас видит, не знаю, председатель комиссии, члены комиссии, они говорят: господи, та самая, Татьяна Лазарева, или что они говорят? То есть их реакция на ваше появление какова? Они больше боятся, они больше, как-то внимательнее работают, не допуская себе крайности? Вы знаете, я была наблюдателем в 2011 году, когда были чудовищные совершенно нарушения. Это были тоже выборы в Государственную Думу в Москве. И там было вообще не... То есть я столкнулась с таким... не то чтобы я много о себе думаю, да, что все скажут там: пришла Татьяна Лазарева, и все сразу разверзлось. И молния поразила всех лгунов. Но тогда это было прямо как сопряжено с какой-то действительно опасностью вообще там присутствовать, потому что там было как-то все прям вот здесь, и были эти люди, и были эти карусели, которые ходили. Как-то это было все очень грязно, неприятно и очень действительно опасно. А сейчас я совершенно уже сейчас изменились, да, возможные фальсификации, если они будут, они стали совершенно другими. То есть карусели, как нам сказала Элла Панфилова, уже не будет, чем, собственно, призналась в том, что они когда-то, видимо, были, судя по всему, и она в курсе. Но будет что-то другое, да, которое моя надежда просто на людей, которые будут в избирательной комиссии. То есть это тоже такие же люди, и все, что я могу с ними, как я могу с ними взаимодействовать, это только приходить
И я буду, кстати, в Новосибирске в мобильной группе. Я буду ездить с участка на участок и просто смотреть людям в глаза и как бы говорить им: я очень на вас рассчитываю, на вашу честность и порядочность. Ничего больше не надо. А вы, то есть я правильно понял, что вы в итоге в 2011 году видели фальсификации? Ну, в смысле, что-то такое подозрительное? Конечно, что значит подозрительно? Конечно, я видела эти очереди из каких-то людей в спецовках, спецавтобусы, их подвозили все время, этих людей, с какими-то открепительными талонами. Да-да-да, это я все видела. И более того, было еще очень такое довольно сильное противостояние. Вот нам наблюдать, действительно, нас там не пускали, и как-то там и руки заламывали. Ну, не лично, да, но как-то так относились достаточно жестко. Все это было в 2011 году, да, в городе Москва. Татьяна, а вы можете дать какой-нибудь емкий, такой убедительный совет тем, кто решится пойти наблюдать в первый раз вот в эту кампанию? На что нужно обращать внимание? Как нужно себя вести? Как нужно ставить себя? Надо ли спорить с председателями УИКов? Надо ли скандалить? Надо ли, не знаю, ругаться с ними? Или что им нужно говорить? В чем секрет успешного наблюдения? Во-первых, конечно, нужно максимально как-то подготовиться. И если ты идешь один, то я прежде всего я советую, конечно, никаких не предпринимать активного вмешательства. Мы сейчас наблюдаем, и у нас есть все возможности фиксировать, выкладывать в сеть, там, не знаю, обращаться в голос, как-то фиксировать нарушения, если они будут такие. И больше того, может быть, просто само присутствие действительно очень влияет на людей в комиссии. То есть я бы на месте тех людей, которых заставляют, возможно, будут заставлять как-то там фальсифицировать выборы, просто говорила бы, что, типа, ребят, я не могу, у меня вот наблюдатель сидел, весь день на меня смотрел, я не могла вообще ничего сделать, не мог там. Я же, зачем мне эти все, чтобы меня потом уличили, чтобы меня сняли на видео и сказали, что вот я тут что-то вытирала, подтирала, фамилии там меняла. Это уголовное дело вообще. Бывает, что председатели УИКов благодарны наблюдателям? Слушайте, я не знаю, я не такой, я не настоящий сварщик, я не настоящий наблюдатель, я как бы скорее, то есть это не есть мое какое-то призвание, я не занимаюсь этим в промежутках, да, и как-то сильно не погружаюсь, я просто пытаюсь использовать какой-то свой, там, не знаю, чуть больший ресурс, чем там у каких-то других людей, для того, чтобы каким-то образом это все осветить, рассказать людям, а так, чтобы следить, как там вообще все устроено. Если кому-то интересно, есть очень много материалов в том же «Голосе», я просто подписана на них, собственно, давно, с того же 2011 года, постоянно принимаю всяческие от них рассылки. Вот, и там очень много интересного есть, да, безусловно. Время безжалостно, Татьяна, мы вынуждены с вами попрощаться. Я лишь напомню, что в описании к видео, к нашей трансляции на YouTube вы сможете найти ссылки и на Инстаграм Татьяны Лазаревой, и на всякие разные полезные сервисы движения «Голос». Пожалуйста, приходите, заходите, жмакайте, и так вы будете лучше готовы к тому, что будет происходить буквально через неделю. Володя у нас по-прежнему в студии. Очень короткий вопрос, очень короткий ответ. Как не сойти с ума перед выборами, вам, наблюдателям? Как не сойти с ума? Абстрагироваться от всего, понять, что то, что будет происходить на избирательных участках, это разновидность ролевой игры. И спокойно дойти. И да, я отвечу на твой первый вопрос про благодарность председателя избирательных комиссий. Да, такое часто бывает. На моей памяти у меня уже, по-моему, 3 раза просили номер телефона, на случай, если что-нибудь будет непонятно в дальнейшем. Это какой странный способ познакомиться. Мы прямо сейчас посмотрим ролик, который подготовили сотрудники, члены движения «Голос». Он про принуждение. Если вы сталкиваетесь с принуждениями перед выборами, то что в этот момент делать? Как вы думаете, в борьбе за победу на выборах все средства хороши? Конечно, нет. А некоторые откровенно аморальны и незаконны. Например, агитация на государственных или муниципальных публичных мероприятиях. Почему здесь возможно нарушение законов? Предположим, в преддверии выборов на городском празднике или любом другом открытом мероприятии, организованном властями,
рассказывают о достоинствах одного из кандидатов, всячески рекламируют его и призывают отдать за него свой голос или, наоборот, поливают грязью другого кандидата. И совершенно неважно, звучит ли эта агитация со сцены из уст ведущего, произносит ли речь представитель власти, либо сам кандидат, или же просто на месте проведения мероприятия развешаны плакаты или какая-то другая атрибутика. Все это грубое нарушение закона. Потому что органы власти и их отдельные представители не имеют права помогать кандидатам на выборах и давать преимущество кому-то из них. Это нарушение чревато увольнением для должностного лица. Но давайте вернемся к нашему условному празднику с агитацией. Если на мероприятии дарят или разыгрывают какие-либо подарки, сертификаты от одного из кандидатов на предстоящих выборах, это тоже будет нарушением закона и может привести к снятию кандидата с выборов. Даже сам факт того, что работодатель заставляет вас идти на агитационное мероприятие, угрожая санкциями вроде сокращений или обещая какое-то поощрение, например, премию или отгул, противозаконен. За принуждение работников к любым действиям, не установленным трудовым договором, предприятию и его руководству грозит штраф. С подобным беззаконием можно и нужно бороться. Это не так сложно, как может показаться. Во-первых, зафиксируйте само нарушение. Запишите на мобильный телефон видео с агитационного мероприятия, сфотографируйте плакаты или другую атрибутику. Запишите на диктофон речь должностного лица. Постарайтесь сделать так, чтобы на запись попало как можно больше деталей. Кто, где, когда и что делает. Если это сделать не получилось, а вас сгоняют на мероприятие, составьте с коллегами коллективный акт о нарушении. И во-вторых, подайте через интернет жалобу в прокуратуру и Центр избирком. А также сделайте так, чтобы о беззаконии узнали все. Сообщите о нем на карту нарушений движения «Голос». Это вовсе не сложно. Все законы и адреса, куда обращаться, уже собраны в памятке «Голоса», ссылку на которую вы найдете в описании к этому видео. И помните, вместе мы сможем сделать выборы честными. Мы возвращаемся в прямой эфир. Эфир «Наблюдай или проиграешь», который сделали сотрудники интернет-журнала 7 на 7. Рядом со мной Даша. Даша, вы из Пскова, правильно понимаю? Да, правильно, я здесь живу. Вы уже наблюдали на выборах. Расскажите, почему вы решили пойти и как был первый раз? Вот первый раз вы приходите и чего и как? Первый раз я пошла на выборы. Это были выборы президента. Мне захотелось посмотреть, сработает ли бойкот. Тогда был бойкот. Посмотреть, как голосуют мои соседи, кто приходит и какой результат на участке будет. И потом втянулись, как бы все нормально стало. Мне понравилось. Азартное занятие, я считаю, очень интересно посмотреть, как это работает изнутри. Супер. Мы попросили вас принести с собой так называемый чемоданчик, у вас ранец наблюдателей. В нем есть предметы, которые вы обычно берете с собой на участок, когда утром уходите. Давайте вы будете их по одному доставать и рассказывать, почему это важно брать с собой вот тот или иной там предмет. Да? Целая сумка наблюдателей у вас есть. На самом деле вещей не так уж и много, но поскольку я наблюдаю не первый раз, то у меня есть определенный набор, что я беру обязательно с собой. Каждому наблюдателю понадобится паспорт и документы, подтверждающие статус наблюдателя. Без них вас просто не пустят на участок. Поэтому вы заранее готовите направление, заявление, может быть, набор каких-то памяток, инструкций, которые вам очень сильно пригодятся. Обычно этими документами снабжает организация, которая направляет вас на выборы. Слушай, это важно. Паспорт и документы первое, что нужно взять. Что дальше? Вас не пустят. Обязательно второй важный момент – это телефон. Телефон и сопутствующие к нему зарядки, пауэрбанк. Я беру с собой зарядник, чтобы поделиться с другими наблюдателями, потому что розеток бывает не хватает на всех. Это очень полезно. То есть здесь вот и в розетку можно включиться, и USB-порты, то есть прям на всех хватит, что если вдруг у кого-то, у всех, у многих людей будут проблемы, то как бы вы поделитесь. Это мой личный лайфхак, никто так не делает, я обратила внимание. Поэтому все, что нужно для телефона, обязательно брать с собой. Еще я беру водичку и пару батончиков. Чтобы... Это я без проблем. Пару батончиков, смотрите, вот, да. Чтобы подкрепиться. Ага.
думаю, что если вы наблюдаете недалеко от своего дома, то родственники могут донести вам, что покушать. Так? Ну и какие-то вещи, которые нужны непосредственно вам. Например, если вот у меня к вечеру бывает болит голова, я беру с собой таблеточки от головы. Это мой минимальный набор. Если холодно, можно взять дополнительную одежду. Так, в принципе, все. Главное взять с собой уверенность в том, что вы делаете правильное дело и сможете отстоять результат. Все будет хорошо. На самом деле бояться не нужно, потому что в течение всего дня у наблюдателей есть мощная поддержка. Как правило, это чат единомышленников, таких же ребят, которые наблюдают на других участках. Мы обмениваемся какой-то информацией, задаем вопросы, получаем профессиональные ответы от координаторов. И бояться не нужно. Это достаточно весело и интересно. Вы оптимистичны, но это действительно весело и интересно. Прямо сейчас мы посмотрим ролик. Он у нас про карту нарушений на выборах. Есть такая карта, которую подготовили эксперты движения «Голос». Как она работает, мы узнаем прямо сейчас. Начальник РЖД в Рязани заставлял подчиненных голосовать за изменение Конституции. Его уволили. Избирательная комиссия в Вологде хотела провести надомное голосование без необходимых документов. После огласки они передумали нарушать закон. Председатель Саратовской областной избирательной комиссии проигнорировал массовые сообщения о фальсификациях. После выборов он был отправлен в отставку. Таких примеров сотни. Все это благодаря карте нарушений. Что это такое? Карта нарушений на выборах – это сервис, который позволяет оперативно реагировать на нарушения избирательных прав. Сообщение нарушений может отправить каждый. Мы его опубликуем, чтобы избиркомы и правоохранительные органы могли проверить информацию и принять меры, если это необходимо. Как правило, средства массовой информации, региональной избирательной комиссии и ЦИК реагируют в считанные минуты. Иногда простой огласки хватает, чтобы остановить нарушение закона. Почему карта нарушений так важна во время выборов? Скорость и точность сообщений помогают немедленно пресечь нарушение закона. Любой человек, просто зайдя на сайт, видит, какие сообщения о нарушениях присылают граждане. Речь идет о выборах президента, губернатора или даже районного депутата. Карта нарушений – это независимый гражданский проект движения «Голос». Как сообщить о нарушении на выборах? Отправьте информацию через сайт картанарушений.орг или позвоните на горячую линию «Голоса» 8 800 333 33 50. Если вы хотите помочь нашему проекту, то можете кликнуть по ссылке в описании и пожертвовать любую приемлемую для вас сумму. Главное – не забывать, что выборы сами по себе честными не станут. Сейчас у нас на связи будет Давид Канке. Это член Совета движения «Голос» и наблюдатель, очень опытный наблюдатель по Краснодарскому краю, довольно такому оригинальному субъекту федерации, где наблюдение наверняка имеет свою интересную специфику. Давид, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Слышите? Давид, слышите ли вы нас? Да, я вас прекрасно слышу. Добрый день, коллеги. Вы меня слышите? Очень рада видеть вас в нашем эфире. Давид, мы только что общались с Татьяной Лазаревой, актрисой, телеведущей. Она сказала очень интересную мысль о том, что присутствие наблюдателя изменяет любой процесс, любую процедуру. И мы действительно знаем по статистике, что там на тех участках, где есть наблюдатели, партия власти неожиданно вдруг получает не тот процент голосов, который она получает на тех участках, где нет наблюдателей. Скажите, так ли это и за счет чего получается этот эффект? Это действительно так, и у нас в Краснодарском крае есть этому многочисленные подтверждения. Например, в прошлом году у нас были выборы губернатора Краснодарского края. Мы организовали достаточно массивное наблюдение в городе Краснодаре и покрыли 3/4 избирательных участков по несколько наблюдателей. В итоге оказалось, что явка по городу Краснодару 24%. В целом по региону она составила 65%. А в других крупных городах, в Новороссийске 85%, в Сочи чуть меньше 80%. Так вот, я сам коренной сочинец, там наблюдения не было. И для меня загадка, как люди с курорта, с их особым менталитетом, вдруг выяснилось, что голосуют активнее, чем в краевом центре, в 3 с лишним раза.
Ну, а вообще регион у нас рекорд по тем выборам у нас поставил Каневской район, там явка составила 97%, в 4 раза больше, чем в Краснодаре. Естественно, в Каневском районе никаких наблюдателей не было. Поэтому, да, наблюдатели настолько отвратительные, настолько неприятные люди, что избиратели от них разбегаются, по крайней мере, на российских выборах. Если вы хотите, чтобы избиратели вас боялись, идите в наблюдателей. Отличный совет. Я знаю, что вы работаете со статистикой наблюдения. Расскажите, пожалуйста, про это. Какие цифры вы собираете и какие данные вы получаете потом из этого? Что конкретно вы имеете в виду под статистикой? Сколько человек наблюдает, где наблюдает, как это отражается на результатах выборов? Есть ли вот эти данные у вас? Пока, по текущим выборам еще, конечно, нет, но в целом это абсолютно точная закономерность, по крайней мере, для регионов так называемой высокой электоральной управляемости или электоральных султанатов. Там, где наблюдатель есть, цифры другие. Там, где наблюдение организовано и несколько независимых избирателей, наблюдателей на участке, результаты примерно такие же, как, например, в Москве. В этом плане у нас хоть страна большая, разная, но если на участках есть наблюдатели, результаты голосования оказываются везде примерно одинаковые и очень сильно отличаются от того, когда наблюдателей нет. Я рассчитываю, что в этот раз нам, например, по Краснодарскому краю удастся организовать наблюдение не только в краевом центре, и мы делаем для этого огромное количество усилий. Мы планируем, что во многих городах, во многих районах, во многих даже станицах будет организовано наблюдение. Поэтому у нас большой объединенный штаб, куда там помимо «Голоса» входят разные организации, партии, кандидаты, и это требует больших усилий от нас, как организаторов, и мы очень-очень стараемся. Я правильно понимаю, что само явление наблюдения, сама процедура наблюдения может уничтожить электоральные султанаты, так называемые? Уничтожить что такое? Это сложно сказать. Смотрите, члены комиссии фальсифицируют не потому, что они такие вот негодяи, получают от этого огромное удовольствие, а потому что есть те, кто свыше им дают такую команду. И когда создается такое общественное давление за счет того, что организовано наблюдение, что есть вероятность попасться, эту команду просто не дают. И тогда считают честно. Тогда считают так, как люди голосуют. То есть само создание общественного давления через наблюдение действительно может выключить технологии фальсификации. Сказать, что нам удалось выключать целыми регионами, нет. Но нам уже удалось целые города, такие как Краснодар, отбивать от массовых фальсификаций. Какие участки важнее всего занять? Более крупные, отдаленные, свои участки, на которых ты сам голосуешь? Куда стоит записаться наблюдателю? Как вы посоветуете? Мы, как организаторы наблюдения, исходим из двух критериев. Первый – это удобство для наблюдателя, то есть чтобы человеку было логистически туда удобно добраться, то есть это либо участок, где он голосует, либо который непосредственно рядом с его домом. Ну и второе, ключевое – это количество избирателей. Безусловно, участок, где 3000 человек, куда важнее, чем участок, где 100 или 1000. И когда мы расставляем людей, мы всегда стараемся уделять внимание именно количеству избирателей. Это один из самых важных ключевых критериев. Спасибо большое, Давид. Было очень интересно. Ну а наш эфир продолжается. Так, да, спасибо. Наш эфир продолжается. У нас впереди еще будет обращение Екатерины Шульман, политолога. Мы пообщались с ней пару дней назад. Она сегодня занята. Вечером сказала, что читает лекции, не может случиться. Ну а пока расскажу вам о другом проекте 7 на 7. Мы находимся в Пскове уже 1,5 недели. Мы приехали сюда, чтобы сделать так называемые дебаты с кандидатами в Псковское областное собрание. У нас прошло 3 программы. Я предлагаю посмотреть кусочек. Это промо-материал нашего другого проекта, как проходит, этот проект в Псковской области, что говорят кандидаты, что говорят приглашенные нами эксперты, а следующий эфир будет во вторник, так что если вам станет интересно после просмотра этого промо, вы сможете присоединиться, найти все ссылки в социальных сетях 7 на 7.
Первая неделя проекта Coffee Break завершилась. Время подвести предварительные итоги и рассказать вам о планах на будущее. Итак, мы пригласили принять участие в наших дебатах кандидатов в Псковское областное собрание. И, о чудо, практически все они согласились. Но буквально за день до первого эфира представители сразу 3 партий «Справедливой России», ЛДПР и Родины отказались. А один и вовсе признался, что ему посоветовали не ходить к журналистам 7 на 7 в администрации губернатора. Мы все понимаем. И если сейчас вас держат в заложниках, подмигните нам. Ну или в конце концов, поставьте лайк. Казалось бы, проект под угрозой. Время кричать «караул» и бить во все колокола. Но мы не растерялись и решили просто поменять формат. Так, дебаты превратились в разговор с гостями и экспертами. Первым к нам в студию пришел представитель «Яблока» Дмитрий Пермяков. Ну а по Зуму к нам присоединился политолог Александр Кынев. Он назвал грядущую реформу областного парламента непродуманной. Сейчас там 44 депутата, а останется всего 26. Это, по мнению Кынева, плохо. Нет, даже не так. Это очень-очень плохо. И ответственность за это Кынев возложил на губернатора. Сейчас в Псковской области политикой руководят совершенно неадекватные, безумные люди, которые ради борьбы с оппозицией готовы уничтожить региональный парламент как институт. А еще мы пообщались со студентами Псковского госуниверситета. Многие из них признались, что после окончания вуза они планируют уехать из города. Печально, но реальность пока такова. Я думаю, что еще минимум лет 10 Пскову надо развиваться для того, чтобы молодежь действительно хотела здесь остаться. Ну а нашим вторым гостем стал представитель КПРФ Александр Баев. Он рассказал, кто, по его мнению, станет следующим президентом России. Ну, я надеюсь, Грудинин. Впереди у нас еще несколько эфиров, и мы снова приглашаем к нам в гости представителей всех партий. И в первую очередь «Единой России». Пока складывается ощущение, что они нас побаиваются. Не бойтесь, ведь самое страшное, что может с вами произойти, это появление в студии незваного гостя. Когда собака пришла, слушайте, пожалуйста, позовите собаку, пожалуйста. Смотрите Coffee Break каждый вторник и четверг с 19 до 20:00, ну а 19 сентября вас ждет спецэфир с 9 до 11 вечера. Не пропустите! Мы возвращаемся в эфир. Мы снова находимся на импровизированной кухне. Здесь обеды проходят у сотрудников, у членов движения «Голос» и так далее. Здесь же заседание, штабы. С нами вместе 2 наблюдателей. Мы сейчас спросим, как их зовут и чего это они стали наблюдателями. Итак? Волонтер движения «Голос» Жилинская Алена. Почему стала? Я работаю в креативном пространстве «Шаг», и так, собственно, к этому и пришла. Другого выбора не было. Меня зовут Андрей, я наблюдаю за выборами с 2018 года. Сначала мне просто показалось, что это интересно, и с тех пор я уже успел понаблюдать и в статусе наблюдателя, и члена комиссии, и даже кандидата. Так что я попробовался во всех возможных статусах наблюдения. Окей, что сейчас будет происходить? У нас будет небольшая игра. Я вам даю задание, вы минуту думаете, мы в этот момент с Владимиром обсуждаем, говорим за жизнь, там, о высших материях, потом через минуту я спрашиваю вас ваши ответы. Есть такая штука, КАИБ, комплекс обработки избирательных бюллетеней. Ну да, помогает нам избежать фальсификации. Вот КАИБ, придумайте другую расшифровку этой аббревиатуры за минуту, какую-нибудь дурацкую, смешную и так далее. У вас есть минута, а мы пока поговорим с Евгением. Слушай, ты знаешь, сколько КАИБов в Псковской области, как действительно они влияют? Ну вот там КАИБ, комплекс электронного голосования, вот вся эта система, которая такая... Если я правильно помню, у нас в Псковской области около 85 таких комплексов, при том, что только в Пскове избирательных участков на 8 больше. То есть даже в самом городе некоторые участки останутся без КАИБов, вот, а уже там в области, в районах, там местами совсем все плохо, нет принтеров, компьютеров, и люди протоколы от руки заполняют. Слушай, я какое-то время, опять же, жил в республике Коми, и там была такая ситуация, на предыдущих выборах КАИБы все время отправляли в Воркуту. Почему? Как мне кажется. В Воркуте всегда очень низкая явка, и в Воркуте, значит, если там проголосуют как-то неправильно, мало людей придет, и в общей картине это будет как бы не сильно повлияет на итоговые результаты. А
То есть если какая-то... Я в этот момент стал думать, есть ли корреляция между тем, куда отправляют КАИБы, с тем, ну, как бы, как голосуют, как люди приходят? Слушай, я, честно говоря, не знаю, есть ли такая корреляция. Я лично дважды пересчитывал содержимое КАИБа в Пскове. И, в общем-то, комиссии даже особо этому не препятствовали. То есть мы просили, КАИБы при нас вскрывались, мы эти бюллетени руками пересчитывали. Данные совпадали. То есть то, что посчитал КАИБ, совпадало с тем, что мы находили в самом КАИБе в бюллетенях. Вот. То есть мы считаем эту штуку удобной и, в общем и целом, надежной. Единственное, что мы все равно будем наблюдать, мы все равно будем периодически пересчитывать, потому что, черт его знает, то есть в выборах, где голоса считает программный код, я считаю, что очень легко может выиграть человек, писавший этот программный код. Минута у нас прошла, мы возвращаемся к нашим участникам, у них есть прямо аж несколько, мне кажется, вариантов. Давайте послушаем, какие варианты у вас есть КАИБы. Начнем с Алены. Давайте. Клуб оригинальных избирателей Брянска. Брянску повезло. Есть еще второй вариант, да? Давайте. Я не знаю, если честно. У меня получилось креативное орудие испытательных. А вот что именно? Кого? Баркасов? Хорошо, пусть будет Баркасов. Слушайте, вы можете писать в комментариях свои варианты. Я готов вам второй вопрос задать, и мы снова на минуту с Владимиром отлучимся. Вам нужно записать. Это игра в буре-б, или вы можете написать, я вам дам рифму, вы можете написать четверостишие, белый стих или что-то такое. Можете использовать эти слова, можете от них отталкиваться, можете использовать 2, 3 или 4. Слова такие записывайте. ЦИК, силовик, пуховик и еретик. Да, ну, мы подобрали такие, ну, как бы слова. У нас впереди сложные выборы. Еще раз, вы можете хоть все 4 использовать, либо 2, либо 3. Сами решите и так далее. Слушай, Володя, расскажи, а вот ты сказал, что получается, что после признания, значит, движения «Голос» иностранным агентом людей стало больше, да? Молодые, взрослые, там, работающие, студенты и так далее. Слушай, и да, и нет. С одной стороны, какой-то вот средний человек, который идет наблюдать, он существует, да, я примерно понимаю, кто это. С другой стороны, за пределы вот этой кривой, да, есть огромные вылеты, то есть и пионеры, и пенсионеры, то есть люди совершенно разные. Но обычно как бы приходит записываться наблюдатели человек уже так или иначе состоявшийся. То есть ему за 30 немножко, у него есть нормальная работа, у него достаточно денег, он идет самореализовываться, ему нужны права. Вот это, наверное, важнейший момент, то есть он готов защищать свои политические, в том числе, права. Слушай, ну очень интересно. Сколько, получается, у вас получится закрыть участков по Пскову и по области? Вот куда будет направлено основное ваше внимание? Вот сейчас у кого-то что-то напряглось в избирательной комиссии. Я уверен практически полностью, что город мы закроем полностью, причем не только Псков, готовьтесь. Вот. Второй город по величине в области мы тоже будем максимально закрывать и выборочно расставим наблюдателей в неожиданных местах. 19 числа, в день, когда будет завершиться голосование, в 21:00 мы будем делать прямой эфир, 2-часовой отсюда из Шага, и вот будет возможность оценить, что происходило и так далее. 2-часовой эфир, итоги голосования в Псковской области. Так, да. Мне подсказывают, что микрофон у нас по-моему, отключился. Сейчас мы проверим. А сейчас работает? Скажите нам, пожалуйста, уважаемый режиссер. Да, класс. Ваши варианты, пускай это будет даже не в рифму, расскажите, что получилось. Итак, у нас были слова ЦИК, силовик, пуховик, еретик. Первый вариант. Так, я сейчас, возможно, буду сбиваться, потому как вот как раз в рифму полностью это у меня не получилось, и я, к сожалению, не закончила, поэтому частично это будет импровизация. Итак, в ЦИК однажды утром зашел силовик. На нем был прекрасный, с погонами, пуховик. И сказал силовик: «Не верю я в вас и в выборы». А на что ему ответили: «Не надо быть еретиком, надо приходить на выборы, голосовать. Это важно. И надо быть ответственным гражданином».
письмо, как будто из Простоквашино, по строчке писали. Это современные стихи, просто ты не понимаешь. Это искусство. Это искусство, так. Вариант номер 2, даже если это совсем немного коротко. У меня все попроще. У меня шел по полю силовик. Вдруг нашел он пуховик, забежал скорее в ЦИК, и с тех пор он еретик. Слушайте, мы, конечно, мы не призываем никого становиться еретиками, мы призываем к честным выборам. Мы сидим сейчас в штабе, рядом с нами, давайте мы просто небольшую экскурсию сделаем. Здесь есть пес, волшебный пес, вместе с хозяйкой. Как вас зовут? Меня зовут Юля. А собаку? Ютик. Лютик, он жутко дрессированный, как мы понимаем, песель, он знает много команд. А давайте попробуем. Мы с вами обсуждали до эфира, что он сделает для нас 2 команды. Значит, так, сначала подводку. Если вы вдруг, как наблюдатель, заметите фальсификации, вы можете подойти к начальнику, к председателю комиссии и пристыдить его. Что он должен сделать? Давайте посмотрим в этот момент. Ну-ка, вот так, стыдно ему станет, стыдно. И поэтому мы призываем всех наблюдателей быть хорошими наблюдателями, а еще быть зайками, как наш песель. Ну-ка, зайчка, все правильно, да. Спасибо огромное, спасибо говорим и собаке, и ее очаровательной хозяйке. Ну а прямо сейчас обещанный небольшой видеоролик с участием Екатерины Шульман. Мы ее поймали во вторник, практически ночью, в офисе радиостанции «Эхо Москвы» после программы «Статус». И она, как мне кажется, в своем выступлении немного подводит черту и подытоживает наши беседы сегодняшние о том, почему важно быть наблюдателем здесь и сейчас. Давайте посмотрим. Из 3 разновидностей участников избирательного процесса избиратели, кандидаты и наблюдатели заслуживают наибольшего уважения. Их деятельность всегда направлена к общественной пользе. На 2-м месте избиратели, кандидаты, только на 3-м. Между наблюдателями и избирателями есть та разница, что избиратель часто задается вопросом, что может решить мой один голос, растворяющийся в море миллионов голосов. Наблюдатель такого вопроса задавать себе не должен. Мы знаем на примере большого массива статистических данных, электоральной статистики, что участки, на которых присутствуют независимые наблюдатели, радикально отличаются по своим результатам от соседних участков с такими же точно избирателями, но без наблюдателей, которые серьезно относятся к своей наблюдательской миссии. Когда нога независимого наблюдателя ступает на самые отдаленные избирательные участки нашей Родины, выясняется, что даже так называемые электоральные султанаты – это не территории с аномальным населением, в которых как-то странно голосуют. Это территории с аномальными администрациями, в которых очень странно считают. Если есть кто-то, кто может вынудить комиссию считать правильно, то выясняется, что голосуют в этих самых экзотических или считающихся экзотическими местах примерно так же, как и в среднем по России. Сила наблюдателя в его знаниях, сила наблюдателя в его уверенности в собственной правоте и, собственно говоря, в инструменте публичности, которым он может и должен пользоваться. Довольно редко члены и председатели избирательных комиссий – это какие-то закоренелые злодеи или идейные фальсификаторы, готовые положить жизнь за результат той или иной партии или кандидата. Чаще всего это усталые замученные люди, которых их начальство заставляет терроризировать их же подчиненных. Поэтому если черновая, низовая работа фальсификации оказывается сопряжена с неприятностями, излишним трудом и возможной оглаской, они очень легко от этих своих обязанностей отказываются и считают честно. Для того, чтобы фальсификация состоялась, комиссия должна быть единогласна. Не должно быть никого, кто скажет, так поступать нельзя. Если хоть один наблюдатель, так сказать, затесался в эти ряды, то довольно часто вся эта фальсификационная деятельность просто распадается на части. А надо вам сказать, что, например, в случае с результатами выборов в одномандатных округах часто совершенно небольшое количество голосов лишь решают судьбу мандата депутата Государственной Думы, который стоит больших денег и сопряжен с очень серьезными полномочиями. Один депутат – это уже значительный политический ресурс. Если вы, как наблюдатель, помогли депутату, действительно выигравшему, удержать свой результат, поверьте, вы действительно внесли изменения в состав высшего органа государственной власти, нашего федерального парламента.
Поэтому на этих выборах, которые пройдут в течение 3 дней, избирателей должно быть больше, их нужно больше, чем на прошлом выборном цикле. Что касается того, что выборы не похожи на выборы, а в 2016 году были похожи, а в 2011 году сильно они были похожи на выборы. В этом отношении нельзя сказать, чтобы что-то принципиально изменилось. Те безобразия, которые происходят прямо сейчас, кажутся самыми безобразными, но если мы вспомним то, что было 5 лет назад и еще 5 лет назад, мы увидим в общем те же самые практики с поправкой на некоторые законодательные изменения. Кстати говоря, эти законодательные изменения большей частью касались недопуска кандидатов и партий к выборам. Те, которые уже допущены, в общем, даже в рамках действующего законодательства заслуживают того, чтобы быть подсчитанными настолько честно, насколько это возможно. Поэтому, записываясь наблюдателем, проходя, так сказать, курс образования и научаясь этой своей наблюдательской работе, вы делаете чрезвычайно благое дело, вы действительно совершаете, я бы сказала, патриотический подвиг, вы мешаете искажать народное волеизъявление, и вы, еще раз повторю, влияете на то, как будет выглядеть законодательная власть в течение ближайших 5 лет. Мы снова в эфире. Это спецэфир 7 на 7 «Наблюдай или проиграешь». Вот буквально 5 минут назад мы вместе с наблюдателями, волонтерами движения «Голос» играли в небольшую игру, просили их придумать дурацкое, смешное, необычную расшифровку аббревиатуры КАИП. К нам в комментарии парочку еще прислали, зачитаю их. Первое — это крутой, очень интересный бьюти-проджект, ну а второе ближе к теме политики и наблюдения: крадущаяся олигархия, изобретательная бюрократия. Ну, мы надеемся, что вы будете оставлять свои комментарии и вопросы для наших экспертов. У нас еще их планируется 2 в эфире. Первый из них — это сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. Станислав, добрый вечер. Слышите ли вы нас? Слышите ли вы студию? Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здорово, здорово. Станислав, я, насколько помню и понимаю, вы руководите так называемой аналитической группой движения «Голос», которая собирает много данных и пытается выявить какие-то закономерности. Вот мы уже привыкли, что партию власти или ее членов хвалят в эфире государственных каналов, телеканалов, а вот их конкурентов ругают. Что можно сказать о том, каким образом идет избирательная кампания и как ее освещают средства массовой информации? Ну, действительно, вы, в общем, правильно все описали, потому что если мы посмотрим с вами на федеральные телеканалы, посчитаем все упоминания, то окажется, что там «Единая Россия» упоминается в 2 раза больше, чем все остальные вместе взятые. Упоминается она, конечно, хорошо, в хорошем, позитивном тоне, а вот единственная партия, которая постоянно упоминается в негативном тоне, это у нас партия КПРФ. Это вот у нас 2 таких антагониста, если смотреть на телевизионный эфир. Вот такая борьба добра со злом. Кто тут добро, кто тут зло, пусть уже каждый сам для себя решает, но телевизионный канал говорят, что добро «Единая Россия», а зло — это КПРФ. Здорово. Слушайте, а какие СМИ особенно отличились, если мы будем говорить про то, что кто-то больше других хвалит, кто-то меньше других хвалит? То есть это какой-то коллективный, простите, Соловьев там больше всех хвалит? Да нет, ну слушайте, у нас есть 5-6 федеральных телеканалов, которые входят в первый мультиплекс, я имею в виду общественно-политических, да, наиболее таких смотрибельных, что называется. Они всем хорошо известны, там Первый канал Россия, ТВЦ, Пятый, РЕН-ТВ там, и так далее. Просто у кого-то чуть больше политического эфира, у кого-то чуть больше рептилоидов, условно говоря. А в остальном больших отличий нет. Единственное отличие — то, что, скажем, на Первом канале очень любят в последнее время новых людей еще. А так, в общем, все примерно одно и то же везде. Что-то запоминается из этой агитации? Есть какой-то, может быть, особый интересный сюжет или какая-то особая важная линия, которая прослеживается в агитации за партию власти? Вам что-то запомнилось? Слушайте, ну там все шедевры, если вы посмотрите, я вам просто рекомендую включить как-нибудь вечером телеканал, любой, Первый, Россию-1, не суть важно, и посмотреть. Там нельзя сказать, что что-то сильно запоминается, потому что это такая поточная история, мы ее смотрим с самого начала. Я единственное, что хочу сказать, что та картинка, которая у нас есть по телеканалам, та картинка, которая в целом у нас есть в СМИ, она, конечно, очень сильно отличается, например, от того, что есть в тех же социальных сетях, где гораздо меньше цензуры, где гораздо более свободное пространство, как бы его ни пытались регулировать, вот там картинка другая, да, немножечко.
Станислав, слушайте, а вы еще, насколько я понимаю, помню, правильно отслеживаете случаи недопуска кандидатов. На разных выборах причины недопуска, они были разные, то есть разные технологии использовали. Что мы можем говорить теперь в 2021 году? То есть как будто сразу отсекают людей или постепенно, когда там, не знаю, становится понятно социологией, что шансы у одного растут, у другого падают, и нужно кого-то отключить от этой гонки. Что сейчас происходит? Нет, ну слушайте, вот там передо мной Екатерина Шульман, я слышу, говорила, что выборы, в общем, сейчас выглядят жутко, но на самом деле посмотрите, что было 5 лет, что было 10 лет назад. Я хочу сказать то же самое. Если вы посмотрите на выборы, скажем, 2007 или 2011 года, то попасть в бюллетень было еще сложнее, чем сегодня. Потому что, например, в 2011 году единственное, от кого вы могли выдвигаться, это были политические партии, их было всего 7 штук. Да, никаких там самовыдвиженцев, никого другого не было. Сейчас 14 партий, плюс еще 225 одномандатных округов. Понятно, что отсеивают, понятно, что режут по самым разным основаниям, как то иностранные финансовые инструменты, как Грудинина, да, например, отрезали, и Потапенко, там, по экстремизму, по еще каким-то основаниям, но в принципе, если мы сравним с 10-летней давностью, то шансы сейчас прорваться в бюллетень выше, чем они были 10 лет назад. Поэтому я бы не сказал, что эти выборы ужаснее на данный момент, чем они были когда-либо за последние там, 1,5 десятилетия. Все примерно на том же уровне, все примерно такое же. Посмотрим, что будет в дни голосования. Да, вот если фальсификации тоже не станут больше, то, в общем, ну, ординарные достаточно выборы, поэтому не надо бояться, не надо там паниковать и руки опускать, надо идти и попытаться что-то на них изменить. Но при этом появилась такая инновация, как аннулирование выдвижения. Вот в Калининграде, например, Ивана Лузина таким образом сняли, Ирину Фатьялову, не помню, ее, по-моему, даже не регистрировали сразу, тут затрудняюсь сказать. Но, в общем, аннулируют уже выдвинутых кандидатов, уже открывших свой избирательный счет, и они даже начинают приступать к какой-то там кампании, сбору подписей, но им говорят, нет, знаете, вот закрывайте обратно свой счет, ничего этого не будет. Вот этого же раньше не было. Это всегда было, было, и избиркома могли лишить, и через суды лишали, и, в общем, были случаи, когда, я сейчас не помню, в какой момент у нас запрещено уже снимать кандидатов, там за 3 или за 5 дней до дня голосования, то есть, собственно, когда они в бюллетене уже внесены. Но бывали случаи, когда до последнего кандидатов снимали, и уже в ночь перед голосованием избирательной комиссии сидели, вычеркивали фамилии из бюллетеней. И бывали случаи, когда не успевали вычеркнуть из бюллетеней, и выборы из-за этого срывались, там, скажем, какие-нибудь небольшие региональные или местные выборы. Это, в общем, традиционная история. Здесь тоже новшеств нет. Вот те новшества, о которых мы можем говорить применительно именно к этому году, это вот эти ограничения, связанные с экстремизмом. Да, они достаточно болезненно по некоторым кандидатам бьют, но надо понять, что там по некоторым, да, потому что на самом деле массовая ситуация, ну, примерно та же самая. Станислав, мы просили наших зрителей присылать свои вопросы к нам сюда, в эфир. Пришло несколько вопросов, попрошу хотя бы на парочку вас ответить, как сопредседатель движения «Голос». И вопрос от Ивана Мещихина. В какой момент и в каком виде чаще всего происходят фальсификации, если мы будем говорить про новые тренды? И условно, за кем или зачем именно наблюдателю нужно наблюдать наиболее тщательно, чтобы, ну, да, сохранить результаты, чтобы они были такими, какие волеизъявление, какое было изначально, когда люди просто приходили и пускали бюллетень? Ну, на самом деле, все может очень сильно отличаться от территории к территории. Есть территории, где вообще фальсификации практически нет. Да? То есть у нас страна разная, у нас есть электоральные султанаты типа Кузбасса или Чечни, а есть соседний с Кузбассом Новосибирск или Томск, где, в общем, все достаточно неплохо, и даже там, где нет наблюдателей, иногда считают все равно достаточно честно. Ну, то есть мы не видим каких-то отличий. Что касается того, зачем смотреть, ну, смотреть надо на разных этапах, в течение дня за разными вещами. Я бы рекомендовал посмотреть те методические материалы, которые есть у партии, которые есть у «Голоса», там, в нашем мобильном приложении, там есть дорожная карта пошагово, да, зачем в какой момент лучше всего следить. Если из общих рекомендаций, я бы сказал так, если вы чувствуете, что ваше внимание пытаются отвлечь, то вот это самый тот момент, когда нужно быть наиболее внимательным. Если вас там зовут чаю попить, зовут еще что-то такое поделать, вот сосредоточьтесь тогда больше всего именно на
на ящиках для голосования, на списках избирателей. Вот за этими двумя вещами на избирательном участке нужно прежде всего следить. Списки избирателей и ящики для голосования. Спасибо вам огромное. Я еще раз лишь напомню, что в описании к видео на YouTube есть все ссылки, по которым можно найти и сайт «Голоса», и ссылку на Telegram-бот, где можно записаться в наблюдателя. В общем, все полезные ссылки, пожалуйста. Там же, кстати, есть ссылки на персональные аккаунты наших сегодняшних гостей и экспертов. Заходите, пожалуйста, ни в чем не стесняйтесь. Мы ждем следующего гостя, а пока у нас есть время немножко даже между собой поговорить. Да, и вот я бы хотела, чтобы ты все-таки рассказала вот эту историю, в которой фигурировало слово «вокзал». Меня это очень заинтересовало. Слушай, да, это удивительная история. Она произошла в 2011 году. Я ни разу не наблюдал, я не был наблюдателем, но зато я был журналистом, который увидел вот то, как происходит фальсификация. Как это было? Значит, мы приезжаем вместе с моим коллегой, фотографом, на избирательный участок на железнодорожном вокзале в Сыктывкаре. И он был специально сделан на выборах, получается, в декабре 2011 года, выборов в Госдуму, якобы для тех, кто приезжает или уезжает. Не успеют дойти. Такой же был в аэропорту. И мы приезжаем, я подхожу к представителю комиссии, разговариваю с ней, она дает мне комментарии, значит, милая женщина на участке улыбается. Проходит минут 10, и я говорю фотографу, вроде как бы я, собрал нужную мне фактуру, еще здесь побуду, пофотографирую. Он достает фотокамеру, в этот момент начинается паника. Женщина начинает бегать, представитель комиссии, кричать, что вы тут фотографируете. Я ее убеждаю, что я имею полное право фотографировать, и было специальное разъяснение председателя Центральной избирательной комиссии, что фотографы, которые журналисты могут приходить и так далее. Она говорит, нет, нельзя здесь фотографировать. У нас начинается спор. Она значит, вызывает ОМОН. И более того, говорит, что охраннику, мол, выведите их. Он начинает нас пихать. Я говорю, пожалуйста, не делайте этого, не совершайте ошибку. У нас такая патовая ситуация. А она звонит представителю избиркома Сыктывкара, дает мне телефон, говорит, поговорите с ним. Я включаю громкую связь, и он мне говорит, вы знаете, женщина, первый раз председатель, вводите в положение, она не хочет фотографироваться, она переживает, что же вы, да. Значит, я в этот момент на громкой связи спрашиваю несколько раз, говорю, вы действительно подтверждаете, что мы можем фотографировать? Он говорит, да, вы можете фотографировать, но, пожалуйста, не фотографируйте. Я говорю, спасибо, кладу трубу, я говорю, мы все-таки сделаем пару кадров. И она забегает в кабинку для голосования, и видны ее только ноги. Я говорю фотографу, сделаю, такой кадр сделаем, мы поедем. И мы выходим из этого участка, мы по лестнице спускаемся, она еще раз в этот момент позвонила председателю избирательной комиссии Сыктывкара, он ей сказал, что, надо как-то решать эту ситуацию, согласись сфотографироваться, предложи им сделать кадры, она выбегает за нами и говорит, ребята, я все прощу, возвращайтесь, давайте там все сделаем. Мы говорим, нет, все, вопрос решен, мы садимся в машину и уезжаем. ОМОН мы видели, он бежал навстречу нам, но он просто не понял, что это мы нарушители. Что это вас надо было хватать. Утром мы просыпаемся и видим результаты на этом избирательном участке. Единая Россия 97%, а в аэропорту 89%. Это можно, эту историю прочитать, и ссылку на результаты можно найти в тексте «Выбор Шабаршиной», это бывший председатель избирательной комиссии Республики Коми, в котором этот кейс описан. А более того, председатель ТИКа Сыктывкара, которому эта женщина звонила, он потом уехал в Петербург и стал вести тренинги, что ли, это можно назвать, как якобы законными способами можно выгнать наблюдателя с участка. Есть спрос, есть предложение. В общем, безумие какое-то, безумие. У нас на связи следующий наш эксперт, видеонаблюдатель из Казани, это Азат Габдулвалеев. Азат, добрый вечер, спасибо, что к нам присоединились в столь поздний час. Добрый вечер. Слушайте, вы эксперт по этому такому очень интересному и важному моменту, этой части наблюдения, анализу видеозаписи с камер, которые работают на участках. Расскажите, из чего состоит ваша работа? Вы что, прям садитесь, смотрите часы этого видео, значит, какие-то моменты для себя отмечаете? Что вы делаете? Рассказывайте. Одному человеку это, конечно, не под силу, потому что эта работа довольно трудоемкая. Я работаю в основном с архивными записями. Хотя история видеонаблюдения, она вообще началась в 2012 году. Именно тогда на президентских выборах впервые поставили камеры по инициативе тогдашнего еще кандидата в президенты, премьер-министра у нас Владимира Путина.
Вот. Это был, в общем-то, замечательный подарок, который не сразу оценили по достоинству. Вот. Но со временем это стало приносить некоторые плоды. Какие возможности у видеонаблюдения есть? Можно наблюдать онлайн в режиме реального времени и таким образом обнаружить многие нарушения. А можно посмотреть уже сохраненные записи. Я больше занимался именно сохраненными записями, которые были в архиве. В 2012 году их было добыть очень легко через портал госуслуг. Потом ситуация становилась все хуже и хуже. И сейчас добыть видеозаписи с избирательных участков после выборов практически уже невозможно. Тем не менее, удавалось как-то это сделать. Вот. А что можно, чем я занимаюсь? Ну, я сразу скажу, видеонаблюдение, оно вылилось в основном в 4 направления. Самое простое, что можно проверить, это явку избирателей. Это элементарно. Если у вас есть полная запись, вы можете пересчитать тех людей, которые пришли и опустили свои бюллетени в урны, вот, а потом сравнить с тем, с 8-й строкой протокола, которая раньше она была, сейчас может быть номер другой, числом бюллетеней, обнаруженных вот в этих самых стационарных урнах. Если все нормально, то эти данные, конечно, должны совпасть с большой достаточной точностью. Погрешность небольшая есть, но она не превышает процента, скажем так. Человек на 10 можно ошибиться, если проголосовал 1000. Вот так. Если же разница составляет 500-600 человек, это уже говорит о фальсификации явки. Чудес не бывает. Это самое простое, что можно проверить. Другое направление, это мы этим тоже занимались, волонтеры Ассоциации наблюдателей Татарстана, это проверка качества процедур. Конечно, разрешающая способность камер, она не настолько велика, чтобы можно было разглядеть принадлежность бюллетеня, отметки в этих самых бюллетенях. Это разглядеть невозможно. Камеры пока еще не настолько хороши. И, наверное, они не будут такими хорошими. Но можно разглядеть некоторые вещи. Гасили бюллетени или забыли их погасить. Предъявляли их при сортировке, оглашали их, как производился подсчет, перекладывали их из одной части по пачке в другую, как это положено, или считали одновременно все, отгибая уголки. Вот эти вещи, они поддаются проверке. Процедурные вещи. Фактически вы проверяете процедуру. Совершенно верно. Процедуры, они, между прочим, имеют очень огромное значение, потому что за упрощением и искажением процедур нередко скрываются фальсификации. Еще одно направление, третье, можно сказать, это выявление так называемых карусельщиков. Это тоже достаточно зрелищное такое направление. Такие проекты были. Вот, например, в свое время даже в «Новой газете» публиковалась статья «Черный и белый альбом». Это группа Юлии Афанасьевой выявляла карусельщиков, по-моему, по итогам выборов 2018 года, я не помню. Впоследствии эта тема развивалась московскими наблюдателями, группой Татьяны Юрасовой и Виктора Кабанова. Они тоже очень много нашли карусельщиков в Балашихе и в других местах Подмосковья. Вот. Есть еще... Извините, Азат, я подумал, что было бы здорово, если бы вот ту систему, оплаты лицом, которую сейчас будут внедрять в метрополитене Москвы, вот туда, на выборы, чтобы карусельщиков, то есть зашел, на участок, сразу, отметился в этой системе, по лицу распознали. Пришел на второй участок, сразу красный флажок. Я думаю, что с этим будут некоторые трудности, потому что правозащитники, некоторые скажут, что это уже вмешательство в частную жизнь. Вот. Есть у нас и такие возражения у оппонентов, что происходит утечка образов россиян куда-то там за рубеж. В общем, ладно, я продолжу. Да, давай. Есть еще четвертое
четвертое направление можно определить в некоторых благоприятных случаях подлинное распределение голосов. Дело в том, что если стол подсчета хорошо виден и хоть немного соблюдается процедура подсчета, можно отследить, сколько в каждую кучку попало бюллетеней, а потом сравнить с протоколом и понять, насколько были искажены результаты выборов. Но вот этот вот четвертый способ, он, конечно, очень сложный, очень трудоемкий, это, можно сказать, высший пилотаж. Вот такие 4 вещи можно определить с помощью видеозаписи. К сожалению, наши возможности сейчас во многом подорваны. Почему? Потому что публичную трансляцию можно было сохранять. Именно таким образом был создан огромный архив из 8 тысяч избирательных участков после президентских выборов 2018 года. Сейчас, поскольку публичной трансляции нет, сохранить нечего. А добыть официально эти видеозаписи достаточно трудно, потому что нужно обосновать, нужно, проще говоря, доказать какое-то нарушение для того, чтобы получить доказательство этого правонарушения. Азат, скажите, вот не могу, хочу войти, не знаю, в вашу команду, ну или, может быть, не в вашу конкретно такую небольшую команду, но стать экспертом по, анализу видеоданных во время выборов. Что делать? Куда стучаться? Куда бежать? Ну, пока трудно что-либо посоветовать, потому что я вот сам хочу стать видеонаблюдателем, но не понимаю, как это будет работать. Несмотря на то, что были многочасовые какие-то заседания в ЦИК России, технические детали до сих пор не прояснены. Я так понимаю, что это можно сделать через госуслуги, обладая необходимыми аккаунтами и паролями. Но вот пока, к сожалению, я не понимаю, как эта система работает. Я думаю, на будущей неделе такое понимание все-таки возникнет. Слушайте, и последний, наверное, короткий вопрос и короткий ответ от вас. Вот вы те нарушения, которые обнаружили, вот что вы с ними делали? Как вы придавали публичности эти факты? Что потом происходило, не знаю, с представителями этих участковых избирательных комиссий, с результатами выборов и так далее? Как, влияло ли это на итоговый результат или там, на карьеры людей, которые работают в избирательной системе? Это очень тяжелый вопрос. По сути, большинство фальсификаций остались безнаказанны. Самый больший эффект, которого удавалось добиться у нас в Татарстане, это то, что некоторые председатели потом лишались своих должностей. Но четкой такой причинно-следственной связи не обнаруживалось при этом. Конечно же, это все фальсификация явки, это преступление. По этим фактам мы, начиная с 2012 года, я и другие активисты, подавали сотни заявлений в Следственный комитет Российской Федерации. Но это, к сожалению, непреодолимая цена саботажа. Об этой энциклопедии саботажа можно говорить не один час. Какие приемы используются. Написать 100 заявлений может и один человек. А для того, чтобы их обслуживать, нужна целая бригада юристов. Я много раз этим занимался. Сначала Следственный комитет пишет отказ. Ты обжалуешь этот отказ, они его отменяют. Потом через какое-то время приходит новый отказ. И идет эта битва обжалований и отказов. Или есть другой способ. Следственный комитет подолгу не рассматривает сообщение о преступлении и пересылает, допустим, в Центральную избирательную комиссию, которая отсылает нижестоящие комиссии, так это все доходит до территориальных, в которых все тихо умирает или приходит отписка, что факты не подтвердились. К сожалению, никакой ответственности фальсификаторы не понесли. Единственное, что они, какой урон понесли, они, многие, может быть, попались, стали звездами Ютуба, остались в моем YouTube-канале, они остались там навсегда, до тех пор, пока не кончится интернет. Ну, слава богу. Да. Слава богу, что хоть так. Хоть так. Да. Спасибо огромное, что подключились к нам этим вечером. Желаем вам удачи. И мы хотим, чтобы у вас было меньше работы, но мне кажется, что прям совсем меньше и не станет.
До свидания. Я хотел вам показать двухминутный видеофрагмент, не получится, наверное, да? Слушайте, пришлите, пожалуйста, этот двухминутный видеофрагмент нам, и мы выложим его в комментариях, и мы его везде подкрепим как вот явное подтверждение того, как бы, вашей работы. Хорошо? Хорошо, ладно. Супер. Но просто я просто неожиданно было это предложение. Мы сами заготовили небольшой, там, не знаю, 45-секундный фрагмент. В этом нам помогут журналисты телеканала «Дождь». Они уже делали такую нарезку вбросов и так далее. Вот мы его сейчас посмотрим, потом вернемся в студию. У нас буквально там останется прощалка, последние 3 минуты, и на этом эфир будет завершен. Мне коллеги тут подсказали, что я упомянул в эфире телеканал «Дождь» и не сказал, что он признан иностранным агентом, и исправляюсь, но черт возьми, мы это делаем лишь только потому, что так требует российское законодательство. У нас осталось 3 минуты до конца эфира. Света, вот у тебя это первый опыт прямого эфира, прям такого работы в прямом эфире. Ты держалась супер уверенно, как мне кажется, супер уверенно. Каково это было, расскажи. Каково это было быть в прямом эфире? Ну, это ответственная задача, я немножко волновалась, ты, наверное, заметил. Но вообще было интересно, на самом деле, обсудить саму эту тему, мне понравилось. Вот точно тебе могу сказать, что несколько новых мыслей я для себя здесь услышала, которые раньше не встречала в природе, это ценно. Ну, круто. А сама пойдешь ты голосовать, наблюдать? Я пойду голосовать, конечно. Почему пойду голосовать в воскресенье, в последний день, когда уже точно уже это самое. С моим голосом уже ничего никто не сделает. Я еще не знаю, за кого я проголосую. Я еще не получила рассылку, которая скажет мне, за кого я проголосую. Вот. А тебе как все это? Слушай, я просто переживал, что у нас, ну, как вы видели, уважаемые зрители, что было несколько технических, возможно, накладок, и я просто из-за этого переживал. То есть из моего опыта ты не переживал? Слушай, я после с 3-й минуты я понял, что все будет окей. Если ты расслабилась в кадре, я думаю, что нет, все будет замечательно, и как бы классные вопросы. Это, у нас вопросы-то были записаны для жителей. Я их не задала, ты заметил. Но ты задала свои классные вопросы, и это было здорово. И мне понравилось, что у нас были активные зрители, они присылали свои вопросы, реагировали в комментариях. И я ровно это же, значит, попрошу сделать в самом завершении эфира. Друзья мои, если у вас есть возможность, поставьте, пожалуйста, лайк в YouTube и лайки в других социальных сетях. Это поможет этой трансляции подняться выше в раздаче, и большее количество людей просто увидят этот эфир и смогут для себя что-то полезное почерпнуть. Последнее, что хочу сказать, мы это со Светой с вами не прощаемся. Мы встретимся ровно через неделю здесь же, в креативном пространстве «Шаг», и мы будем обсуждать очень важную для Пскова тему. Вообще любимую мою тему, самую важную не только для Пскова, но и для России и журналистского сообщества тему сейчас. Мы будем обсуждать иноагентство. Псков – это в некотором роде родина иноагентства, потому что 2 из 5 первых физлиц СМИ иноагентов имеют самое прямое отношение к Пскову. Это 2 псковских журналиста. Это Людмила Савицкая, Денис Камалягин. Мы же их увидим в этой студии. Да, конечно. Мы с ними пообщаемся. И это очень больная тема. Здесь есть что обсуждать. Да, и мы это сделаем. Да, я надеюсь, что будут здесь и другие представители, значит, структур, которые признаны иностранными агентами. Господь. И мы об этом поговорим, возможно, тоже по Zoom будем подключать тех, кто разбирается в этой теме, и будем спрашивать, что вообще происходит. По поводу Савицкой и Камалягина, смотрите фильм «Чьи агенты?». Если вы забьете на YouTube «Чьи агенты 7/7», вы увидите, значит, документальное кино, которое сделал интернет-журнал 7/7, и мы его сделали буквально через 2 дня после признания их, то есть награждения их этим статусом. Приехали в Псков на Новый год и провели прекрасные 3 дня здесь. Ну и последнее, что хочу сказать, донатьте, пожалуйста,
пожалуйста, 7 на 7. Это можно сделать очень легко. Просто там 7 на 7 donate. И вы, если загуглите, сразу найдете там даже 300 или 500 рублей или 100 рублей помогут нам продолжать делать независимую журналистику в регионах. Все. На этом с вами прощаемся. Ходите на выборы. Обязательно наблюдайте, записывайтесь на наблюдателей, ищите полезную информацию. И тогда я надеюсь, что через какое-то время мы проснемся в прекрасной России будущего. Пока. Всем счастливо.